Гісторыя складаных узаемаадносін паміж пацыенткай і загадчыцай медустановы пачалася 24 снежня мінулага года, калі інвалід першай групы, удава удзельніка афганскай вайны Ніна Говорова звярнулася ў паліклініку. Поздоровалась и сказала: можно я заберу свои документы, и я бы хотела, чтобы взять направление на МРТ головы. Я перенесла 3 инсульта, у вас этих выписок нет. Но когда она это услышала, она быстро вскочила, стала кричать: у меня 18 таких человек на очереди, если хотите, ждите 18 месяцев. У загадчыцы паліклінікі Алены Малаховой, між іншым, своя версия той размовы. Пациентке я ответила, что я вас могу вписать в очередь. За это время проанализируем вашу карточку и определимся, как срочно вам это надо. Но понимаете, что если это будет не срочно, то это будет не завтра, не послезавтра. Тогда она спросила, сколько человек уже в этой тетрадке записано. Мне скрывать нечего, там записано 18 человек. Но это не значит, что люди ждут 1,5 года это исследование. То есть те, которым оно надо сегодня и сейчас, это договаривается сегодня и сейчас. Ну, на крайний случай на завтра. И тогда она сказала, мне надо платное. Платное исследование – это тоже направление. Платно тоже не будет без направления кто-то делать. Но она просила незаполненное направление, то есть без даты, без времени, без места. Потом я говорю, тогда хотя бы раз в месяц разрешите мне, как инвалиду первой группы, пройти без талона, если мне очень надо. Потому что я звоню, за неделю уже талонов нет. Тогда она вскочила еще раз и стала кричать. Ну и я не выдержала. Мне так было обидно, что я потеряла сознание. Я очень ждала, что она это с 24 декабря попросит прощения. Пациент, который теряет сознание, неважно, это обморок или это что-то более серьезное, не сможет в деталях описать, что с ним происходило в тот момент, когда он потерял сознание. В данной ситуации это не так. Она не падала в обморок. Што і казаць, простая гісторыя здаецца толькі калі слухаеш кагосьці аднаго. Аднак тады меркаванне аднабаковае. Свае версіі падзей той драматычнай снежаньскай сустрэчы пацыентка і ўрач выклалі камісіі па этыцы і дэанталогіі. Ситуация по взаимоотношению доктора и пациента рассмотрена дважды. Один раз на уровне поликлиники комиссионно, а второй это на уровне города комиссионно по разрешению тех вопросов, которые были поставлены в обращении. Врачом нарушены некоторые правила медицинской этики и деонтологии, и по результатам рассмотрения данного обращения приняты меры организационного характера и дисциплинарного по отношению к врачу. До рэчы, МРТ пасля шматлікіх калізій Ніна Нікіфараўна ўсё ж атрымала, таксама як і прабачэнне ўрача. Праўда, праз некалькі месяцаў. Я хочу, чтобы больше ни с кем так не повторилось, потому что словом можно убить. Пишут, что я нервная, но я же перенесла 3 инсульта. Я столько перенесла. Даже если больной может не прав, вы должны понимать, что он больной. На тот момент, 24 декабря, я не понимала, за что я должна вообще приносить извинения, если человеку я вреда не желала, ничего плохого не желала. Спустя время, когда уже я к ней приезжала, переосмыслив всю эту ситуацию, наверное, да, недооценила я какие-то психологические аспекты пациентки, и вот за то, что я недооценила эти аспекты, собственно говоря, я извинялась. То есть это было искренне. Пастановай Міністэрства аховы здароўя Беларусі ад 7 жніўня 2018 года зацверджаны правілы медыцынскай этыкі і дэанталогіі. Узаемаадносіны паміж пацыентамі і дактарамі ацэньваюць адпаведныя камісіі пры медустановах. Рассматривают именно вот такие обращения граждан, где затрагиваются какие-то претензии по нарушению правил со стороны медицинских сотрудников, этики, деонтологии. И комиссии вправе рассматривать также и обращения медицинских сотрудников, которые тоже считают, допустим, что пациент в отношении к нему нарушает какие-то этические принципы, правила. І ўсё ж відавочна, самы просты і здароўезберагальны спосаб вырашаць канфлікты – гэта проста іх не дапускаць. Аліса Грыгарчук, Юрый Плінда, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».